Уважаемые коллеги, есть вопрос? Пожалуйста, Шунар Аскарбековна. Анарбек Джалалович, вы очень давно работаете в комитете по аграрным вопросам, да. И вы как бы знаете, как применяется земельный кодекс. У меня вот вопрос, вы говорите о том, что в отношении именно земельных отношений законодатель установил особые правила. Почему именно к земельным отношениям законодатель установил особые правила? Особые правила установлены руководствуясь международными принципами, международной практикой и международной действительностью. Во всех земельных законах государств, в том числе и СНГ, а также Франции и так далее, европейских стран, приняты такие особые правила. Только поэтому, да? Только поэтому, да? Для защиты публичных интересов граждан. В чем суть публичного интереса? Да. Дело суть в том, что данные юридические лица контролируются иностранными лицами, и здесь может быть интересы различного рода, да. Различных государств? Государств, да. Иностранных лиц вы имеете в виду? Которые страны они предоставляют, да. Вот в этом, да. И в чем тогда публичный интерес государства устанавливает контроль, как вы говорите? Не, особые правила. То есть, вот эти особые правила. Задача государства в том, чтобы не ограничивать земельный участок в обороте, но устанавливать особые правила в интересах, публичных интересах граждан Кыргызской республики и в том числе Хорошо, по-другому задам вопрос. Вот вы согласны с тем, что юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Кыргызской республики, но имеющее в своем капитале свыше 20%, да, или вот те признаки, которые указываются пунктами Б, В, Г, да, вот, да. О которых мы с вами говорим, только по земельному законодательству подпадает под понятие иностранного, так или нет? Да. В других законах? В других законах... Оно не будет считаться иностранным, да? Да, она будет, то есть не ограничится оборот данных юридических лиц. То есть она может выступать в гражданском обороте. В гражданском обороте, да. В данном случае давайте посмотрим, кредитный договор – это гражданские правоотношения? Да, гражданские правоотношения. В этих гражданских правоотношениях в данном случае в обеспечение предоставляется земельный участок, да. Так? Это и здесь это гражданские правоотношения, вот то, что вы говорите. Да, но объектом является земельный участок, находящийся в особой контроле государства. И в этом случае будет работать особые правила, да. Земельный кодекс или будет работать гражданский кодекс? Земельный кодекс будет работать. Почему? Да, потому что у нас в статье 3, кажется, написано, что имеет приоритет земельный кодекс. То есть вы хотите сказать, что в зависимости от предмета сделки, да? От предмета, от правил сделки, да. От правил сделки. Да. То есть, еще раз я хочу подтвердить, юридическое лицо Кыргызской республики, зарегистрированное по законодательству Кыргызской республики, но подпадающее под пункты, которые указаны в пункте 11, да, о которых мы с вами говорим, только по земельным правоотношениям будет считаться иностранным, так? Да. Спасибо. И также они считаются по законе инвестиций приведено, да, что есть иностранное лицо, да. Еще один вопрос, можно? И дело в том, что... Почему, да? Да, говорите. Дело в том, что земля является особой ценностью. Она имеет свои размеры и в пространственном расположении. И она является неизменным и является богатством народа Кыргызской республики. И в этом случае, да, в гражданском обороте данным иностранным лицам не ограничивается, а устанавливаются только особые правила в отношении только земель. Задам еще один вопрос, если позволите. Но никакие гражданские ограничения не ставятся, то, что находится над землей. У меня тогда еще один вопрос, Анарбек Джалалович. Вот вы говорите о том, что земельный участок все-таки по статье 5 Земельного кодекса может переходить в собственность иностранных лиц, так?
Да, временно, да, сроком на 2 года. Пусть даже и на 2 года, по-настоящему, получается, земельный кодекс допускает, да? Допускает, чтобы да, земельный участок мог быть в собственности иностранных лиц. Да, да. Да. Что касается отдельных категорий, вот вы мне скажите, какие категории земель могут переходить в собственность? Эти категории в основном земли, находящиеся в категории населенных пунктов. То есть категория населенных Да, пунктов населенных и пунктов, да. земли сельхозназначения? Землям сельскохозяйственного назначения установлены особые правила, потому что эти земли находятся под особым... То есть в земли Да. сельхозназначения переходить в собственность Да, не могут? Да, не могут, да. Не могут. Да. В данном случае вопрос, который ставится судьей, земли находятся относятся к категории особо охраняемых природных территорий. Да, рекреационных зон. Да, по ним тоже у законодателя такой запрет или нет? Скажите мне, пожалуйста. Запрет, и она изложена в статье 20. В статье 20. Да. То есть таким образом мы можем сказать, что законодатель, вы представляете в данном случае законодателя, правильно? Да. Законодатель установил только по землям населенных пунктов Особые возможен правила. переход права собственности иностранному лицу. По всем другим категориям нет такого разрешения. Нет, так? есть особые правила, да. Потому что временно может быть владеть и последующим отчуждением в течение 2 лет. А именно в территории рекреационных, да, там уже иностранное лицо более жесткие принятые правила о том, что оно не имеет права. Значит, это позиция законодателя. Позиция не Или это недоработка, или это недоработка законодателя? Нет, это позиция международных принципов по отношению к землям. Это позиция международной практики, позиция международного действительности. Дело в том, что такие же ограничения установлены в законах в России. Там, конечно, 50%. Это, которые составляют иностранные лица. Такие же правила установлены и в Узбекистане, по всей стране СНГ. Спасибо. Также и в европейских странах. Есть И еще США. вопрос? Анарбек Джалалович, вот вы все время ссылаетесь на международные принципы. Я согласен, да, есть международные принципы. Но вы говорите по нашему законодательству. Есть же несколько категорий земель. Если вы земельным правом занимались, то есть несколько категорий. И земельный кодекс четко распределяет, что есть земли населенных пунктов, есть земли сельхозназначений, есть земли объектов рекреации. Вот как раз таки законодатель разграничил по этим категориям земель и установил особый порядок перехода права собственности. Да. Вот в этой связи задается вопрос, почему такие правила установлены в отношении иностранных юридических лиц? К сожалению, вы вроде бы говорите, но мы не можем уловить в сути вашего ответа, ответ на запрос судьи. Это ограничения установлены исходя из практики. Из использования земель и установлены особые правила. Хорошо, вот вы сказали, что эти ограничения установлены исходя из правил, но тогда скажите, вот эти ограничения установлены исходя из каких целей? Из каких конституционных целей? То есть природное богатство является народным достоянием. Но там же другие цели. Там же другие цели. В целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, защиты прав и свобод других лиц, охраны здоровья населения. Продовольственной безопасности в том числе и так далее. Вы юрист сами, да? Или не являетесь юристом? Но это второе образование. Ну, к сожалению, видите, когда вы не юрист, очень сложно с вами рассуждать на правовые категории. Я понимаю, может быть, вы хороший специалист в области земельных правоотношений, но здесь все-таки обсуждаются правовые вопросы. И поэтому нам немножко сложно получается получить ответы на поставленные вопросы. Пожалуйста, Эмиль Джалалович. Вы в своем выступлении сказали, что в отношении объектов рекреации установлены более жесткие правила. Вообще, что составляет что входит в объекты рекреации? В объекты здесь в статье 1 указано, что зоны рекреационные, это часть пространства окружающей среды, используемой для отдыха, оздоровления, туризма,
в том числе национальный природный парк, заказник, курортные лечебно-оздоровительные объекты. Также историко-культурное наследие, историко-культурные памятники и так далее. Да. Я в данном случае, Да. поскольку вы говорили вообще о земельных участках Мгм. в своем выступлении, я в связи с этим вас спрашиваю, что входит, земельные участки входят, что-то еще входит в объекты рекреации? В объекты рекреации выходят и водные расположены, водные ресурсы, Хорошо, я прямо и спрошу. земельные ресурсы. Я имею в виду сооружения, которые находятся на этих земельных участках, они тоже входят, являются объектом рекреации. Вот Если исходя из они того определения, представляют, которое вы сказали. историко-культурные ценности. А если не представляет? Это не входит тогда. Потому что это здание, сооружение, это рукотворный объект. Ясно. Речь идет о рекреационных зонах, о земельном участке. Спасибо, присаживайтесь.